Оружие для чеченцев Нохчи было больше, чем необходимая вещь обихода. Это был предмет их гордости, атрибут мужественности и свободы. Оружие переходило из поколения в поколение, передавалось от отца к сыну. На протяжении многих веков предкам чеченцев приходилось постоянно защищаться от посягательств многочисленных врагов. Чеченцев в любой час мог призвать к бою огонь тревоги, зажженный на вершине горы или башни. Самым верным и надежным его защитным оружием было высокое мнение женщины о нем, мнение врагов и друзей, мнение общества. Суровые условия жизни чеченцев определили их пристрастие к оружию. Комплекс мужской одежды на Северном Кавказе не рассматривается без оружия. Казалось бы, оружие не входит в понятие костюма чеченца, но история этого края, к сожалению, чаще писалась шашками, кинжалами и кровью. И с ним связан общий стиль, характер костюма и отдельные его детали. Вот как описывает Александр Сергеевич Пушкин в своей известной поэме «Тазид» качество чеченского булата. В ущелье горных поселенцы в долине шумной собрались. Привычные игры начались, верхами юные чеченцы в пыли несясь во весь опор, стрелою шапку пробивают или трижды сложенный ковер булатом сразу рассекают. Главным украшением гостевой комнаты в доме чеченца являлось оружие. На стенах, коврах развешивались шашки, сабли, кинжалы, ружья и пистолеты. Рядом висела бурка, а также плеть, украшенная серебром. Тут же хранилось и дорогое убранство коня, седло, уздечка. Разоружение горца или оставление противнику даже одного из компонентов оружия считалось самым страшным для него унижением. В 1840 году по указанию Николая I была предпринята не самая благородная попытка разоружить часть чеченцев, не участвовавших в войне, то есть мирных чеченцев. На что они ответили: чеченцев никто никогда не разоружал, разоружали только их трупы.